Сейчас вы услышите очень интересную и местами шокирующую историю одной семьи, во главе которой стоит Сайди Янгулбаев, экс-судья Верховного суда Чеченской Республики, который выделялся крайней жесткостью при вынесении приговоров, а таких приговоров у него было больше сотни. Деятельность Сайди Янгулбаева могла бы так и продолжаться, но за недобросовестное исполнение служебных обязанностей Сайди был уволен. Позже сын Сайди, Ибрагим, сам оказался по ту сторону тюремной ограды, попавшись на администрирование паблика ВКонтакте «Волчье кредо», разжигающим межнациональную рознь и оправданий действий террористов, действовавших на территории Чеченской Республики в 90-е годы. В своих действиях Ибрагим признался в полной мере, однако вскоре был отпущен на свободу в связи с декриминализацией статьи. Сам судья с женой Заремой, дочерью Алией, перебрался в Нижний Новгород, а его сыновья Абубакар в Пятигорск, где начал работу в так называемом Комитете против пыток, признанном иностранным агентом, а Ибрагим и Байсангур в Европу, где создали телеграм-канал Адат, который целиком и полностью управляется отцом семейства, Сайди Янгулбаева. В данном ресурсе публиковались различные призывы к насилию, оправдывались террористические акты, совершенные в России, публиковалась ложная информация о властях Чеченской Республики и Российской Федерации, прямо разжигалась межнациональная рознь. Паблик вел свою деятельность анонимно и не раз утверждал, что меры безопасности настолько серьезны, что администраторы даже лично не знакомы друг с другом. Свет на ситуацию пролился после публикации расследования Риафан, в котором оказалась и видеозапись признания Ибрагима Янгулбаева в том, что он является администратором данного канала и что он находится на территории России, а именно в Нижегородской области. Я создатель и главный администратор народного движения Адат. И как видите, я не нахожусь в Европе, а в России. А это Нижегородский Кремль. Помимо данного признания, в наших руках оказались выдержки из семейного чата семейства Янгулбаевых, в которых прямо доказывалась информация, что Адат не народное движение, а семейный бизнес. Оттуда же и становится ясно, что Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы находятся в Литве, что подтверждается тестом на коронавирус и фото с марафона в Вильнюсе. Данный чат прямо разоблачает слова старшего из братьев Янгулбаевых, Абубакара, о том, что он не имеет никакого отношения к данному телеграм-каналу. Причастность к телеграм-каналу Адат отрицали и остальные члены семейства Янгулбаевых. В ходе допроса меня спрашивали о моей деятельности в Комитете против пыток и о моей причастности к телеграм-каналу Адат. Я проходил в качестве свидетеля, но при этом мне сообщили, что на меня было сделано донесение о том, что я якобы модерирую, что ли, либо пишу для телеграм-канала вот все эти тексты. Естественно, это не так, и фактически это неправда. Я это отрицал, и кто за этим стоит, я не знаю. Но почему же на видео Ибрагим говорит, что он находится в России? Дело в том, что на момент записи ролика он действительно находился в Нижегородской области, а опубликовать его собирался значительно позже, когда будет закончено важное дело. Родители братьев Янгулбаевых все еще находятся на территории России и, как удивительно, проживают в той же Нижегородской области. В данный момент братья Янгулбаевы при помощи различных организаций и отдельных личностей пытаются вывести родителей из России, а потом собирались в очередной раз пустить пыль в глаза подписчиков, открыв лица и заявив, что они находятся в России и ведут бесстрашную деятельность. Представляем вам саму переписку в семейном чате Янгулбаевых. Тут мы видим, что Сайди Янгулбаев делает замечание сыну, выражая недовольство сокращением подписчиков на канале. После чего Ибрагим скидывает успевший стать известным ролик с групповым избиением бывшего сотрудника МВД по Чеченской Республике в Турции. Стоит отметить, что при первой публикации данного материала Адат заявляли, что не призывают к насилию, а на видео продемонстрирована народная месть, осуществленная неизвестными лицами. Однако один из братьев выдает информацию в своем голосовом сообщении, что нападение организовано ими совместно с шайкой Хасана Халитова. То, что когда они будут публиковать не от своего, не шашдиное, а нахардиное. Стоит отметить реакцию главы семейства, судьи с юридическим образованием на данный материал. Да, зарахался любовь.
Блять, вы нам уже прыгали. Жоқ, конечно, главное, надо хорошо подготовить, умно, грамотно косить. Просто даган там же был хаш. Просто поражает, что человек, искренне ненавидящий чеченский народ, вершил судьбы простых граждан. Старший из братьев Абубакар объясняет последствия подобных действий, но его слова мало убедили радикальную семью. Как минимум, соучастие ты в этом принимал, и тот мужик, которого избиваете, будет обращаться цивилизованным путем, будет возбуждено уголовное дело. Если это произошло в Турции, то в Турции его возбудят, и будет вестись расследование, и, возможно, привлекут к ответственности. Турция давно известна своими симпатиями по отношению к террористам, осуществлявшим свои действия на территории России. На сегодняшний день в Турции в статусе политических беженцев проживают лица, совершившие и организовавшие самые разные террористические акты, от захватов самолета с заложниками до бесланской трагедии. Младший брат Янгулбаевых, Байсангур, скрывающийся в чате Адат под ником Юртхо, является довольно вспыльчивой и закомплексованной личностью, раздающим баны направо и налево за любое инакомыслие в чате Адата. Тут он в своем голосовом сообщении признается, что шайка Хасана Халитова работает при полной государственной поддержке турецких спецслужб. А второе кувал Альшурсу. Варшам идут дальше развиваться дальше. Они хотят сначала ЧОП открыть, ну, как минимум в той же Турции, а потом из ЧОПа и ЧВК, ВЧК или ЧВК, или ЧВК, частная военная компания. Типа это открыть айдол цене. Дегдичами, соху и царя хари, и групп оппозиционный канал, любого шоу и так далее. Хера я церкви хаму хуйнер, и тум создаем и просто болтать я шхердар тига, хилом херда церкцига. А по поводу этого ВЧК, ВЧК вообще в принципе айдол цене бы я лишь яц барка он догадался, да? Типа это только с ними ты сотрудничаешь, договариваешься, только таким образом, потому что ВЧК, ну полный герз, шайк, техник, не техник, очень нахму бэш. Как минимум Турция ахер, инзер рахчул, ну нах больше был, джим гулуш был, со временем гулур больше будешь. Методы турецких спецслужб известны многим, в том числе и Абубакару, который предостерегал братьев от подобных действий, но поддержки не получил, ведь его заверили, что турецкие спецслужбы дали полное добро на самосуд над так называемыми кадыровцами, вплоть до убийства. Длится до поры до времени, пока не прикрывают всю эту тему окончательно. Ну, то есть, очень часто государство само создает преступную ячейку для того, чтобы накрыть ее и сказать, вот мы их побили, побороли, видите, как круто, yes, здорово, и все довольны. Ну, что я ликую, Азёва бу цигай бу Турция собирает пешконах хунах бу айды цени свящаешь айды цени олш. До этого же я же говорил, что отскадируется еще мир бята проблем я от айдран хушду айдлу хубо вишвалаха кадировец айлах уве просто наханюка герз мадят и все наханюка герз дата так уголовное дело так открыть даже да дизер дуешь, моде и цадин чане кца проблем я чунше паргат дамек штушон эл полный зеленый хайлыцер. Турецкий айдолан шадакум дуешь что тебя. Короче, все нормально до встреч. Мы это все контролируем. Адат заявляет, что